Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. У школьников продолжаются летние каникулы. Именно в этот период возрастает риск возникновения разного рода несчастных случаев, связанных с детьми. Это и риск возникновения пожара в квартире из-за шалости ребенка, и угроза утопления на водном объекте, если пляж не оборудован и дети находятся без присмотра взрослых. Проблемой безопасности детей занимаются не только сотрудники МЧС. Следователи Следственного комитета призваны расследовать случаи травмирования и гибели несовершеннолетних. И зачастую такие проверки и расследования вскрывают чудовищные проблемы и причины, по которым дети получают травмы. Кто должен обеспечить безопасность ребенка? Сегодня у нас в гостях Зинаида Дьяконова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха-Якутия, и Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия. Зинаида Алексеевна, Надежда Викторовна, здравствуйте. 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 Давайте начнем наш разговор с того, что были ли случаи гибели или травмирования детей при пожарах на территории нашей республики? По статистике, с начала года на территории республики зарегистрировано 1100 пожаров, при которых погибло 25 человек, из них, к сожалению, 5 детей. Травму получили 33 человека, из них 3 детей. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, это первая причина. Вторая причина у нас неосторожное нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Также у нас третья причина, очень популярная, это уже неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печи и электрооборудования. А какая работа проводится по недопущению травмирования или гибели детей при пожарах, и имеется ли комплексный подход в этом направлении? Если разобраться по пожарам, по случаям пожаров, у нас 2 громких случая произошло на территории республики. Это первый случай в селе Тойбохой Сунтарского района. Произошел пожар в жилом доме, где погибли 4 детей с 2 родителями. Условиями, способствующими гибели, послужили нахождение в состоянии сна детей и родителей и отсутствие автономного пожарного дымового извещателя. Второй случай это у нас произошел в микрорайоне Марха города Якутска, где погибла мать с ребенком. В момент возникновения пожара мать с 2 детьми находилась дома. Отец находился на работе. При обнаружении пожара мать успела спасти только одного ребенка, вернулась домой и осталась, не смогла выбраться. Тут тоже условиями гибели послужило то, что позднее обнаружение пожара и позднее сообщение в службу 01. Все это, конечно, очень трагичные случаи. Да, в обоих случаях причинами пожара явились неисправность электрооборудования, то есть электропроводки в частности. В целях профилактики у нас регулярно проводятся профилактические рейды, то есть инспектора ГПН совместно с органами местного самоуправлениями, с органами внутренних дел проводят профилактические рейды по местам проживания многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также проводится регулярно контроль случаев оставления детей одних без присмотра, и также проживание семей с несовершеннолетними детьми в жилых домах в пожароугрожающем состоянии. Проводится контроль и принимаются меры совместно с органами соцзащиты и комиссиями по делам несовершеннолетних. Надежда Викторовна, давайте поговорим об опасностях, которые подстерегают детей в отсутствии контроля со стороны родителей. Ну, разумеется, маленьких детей нельзя оставлять без присмотра буквально даже на несколько минут, потому что маленькие дети, они уже изначально находятся в определенной степени опасности, потому что они в силу своего возраста не могут осознавать степень грозящей им опасности. И речь идет даже не только при обращении, например, со спичками или где-то возле водных объектов. Это может быть любая ситуация, это может быть нахождение возле проезжей части, это может быть нахождение на балконе, возле открытого окна, возле водоема. То есть здесь масса факторов, которые могут повлечь трагические последствия. И вот как раз-таки
Может быть, несколько забегая вперед, хотелось бы сразу сказать, что родители, которые сейчас вот в силу погодных причин оставляют открытыми для проветривания окна, балконные двери и так далее, они должны помнить о том, что все-таки маленькие дети, они не должны оставаться одни. Если вы хотите проветрить помещение, выведите ребенка, откройте окно, пусть он будет находиться в зоне вашей видимости. Если вам жарко, установите в конце концов кондиционер либо вентилятор, потому что, по крайней мере, это может спасти жизнь детей. А каковы полномочия Следственного комитета в случае, когда с ребенком происходит несчастье? Да, к сожалению, Следственный комитет уже по факту занимается расследованием уголовных дел и проведением процессуальных проверок по фактам травмирования и гибели детей. Но наши следователи в обязательном порядке, конечно, устанавливают не только все обстоятельства, но и причины, которые способствуют вот таким случаям. То есть, если мы говорим о том, что где-то в какой-то момент произошло возгорание в доме и, к примеру, была некачественно установлена электропроводка либо сотрудниками управляющей компании, да, если так говорить, либо самими родителями этих детей, и кто-то погиб в результате пожара, то здесь, конечно, наши следователи возбуждают уголовные дела либо по факту причинения смерти по неосторожности, либо по факту халатности, которая повлекла смерть человека. Здесь очень много различных факторов, и, конечно же, сотрудники в обязательном порядке проводят ряд экспертных исследований, следственные действия, которые направлены на восстановление всей картины того, что случилось. Ну и при выявлении вот таких обстоятельств, конечно же, наши сотрудники направляют соответствующие представления. Но я сразу хочу сказать, что жизнь людей уже не вернешь в таких случаях. И поэтому как раз-таки во избежание вот такой работы вот наших коллег, работы наших следователей, все-таки жители Якутии должны помнить о том, что трагедии проще избежать, чем уже пожинать ее плоды. Действительно, вы все верно сказали. Но, может быть, приведете какие-то примеры, когда отсутствие контроля со стороны взрослого привело к трагедии? Ну, я думаю, что у нас жители республики сейчас все довольно-таки мобильны, информированы посредством общения в мессенджерах, в сети интернет и так далее. И у всех на слуху находятся случаи, особенно случаи, которые произошли совсем недавно, вот в городе Якутске в частности, когда маленький ребенок выпал из окна балкона, расположенного на 12 этаже многоквартирного жилого дома. Мальчик остался без присмотра взрослых, и, конечно же, героизм человека, который попытался его спасти, это уже отдельная тема, но, тем не менее, к сожалению, это не помогло. И действительно, это настоящая трагедия не только для родителей, но и все-таки, наверное, для всех жителей нашей республики, потому что мы действительно понимаем, что в какой-то ситуации ежесекундный контроль за детьми, он невозможен просто. Но в любом случае все-таки как-то предотвратить, как-то объяснить старшим, которые находятся рядом с маленькими детьми в этот момент, о том, что нужно следить, о том, что нужно как-то разъяснять последствия того, что может произойти, это, конечно, нужно делать обязательно. Лето еще также это время, когда подростки и дети выезжают на велосипедах. У нас тоже в республике случился несчастный случай, когда вот относительно недавно привело к гибели подростка. Что можно сказать, например, родителям или подросткам, как избежать этого всего, каких правил нужно придерживаться? Ну, разумеется, этот факт тоже получил широкую огласку, это неудивительно, потому что ребенок 13 лет, который находился на проезжей части, несмотря на то, что он пересекал пешеходный переход, не спешившись, переезжал он все-таки на велосипеде, тем не менее водитель транспортного средства, который осуществляет маневр при движении, тем более на многотонной машине, он обязан был убедиться в безопасности своего маневра. Это обязательное требование правил дорожного движения, которые обязаны соблюдать все водители. Но с этим моментом уже разбираются наши следователи. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Плюс ко всему инспекторы ГИБДД, которые приезжали на место ДТП, установили факт алкогольного опьянения водителя, который находился за рулем. Конечно, этим фактом тоже сейчас занимаются мои коллеги. И действиям должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка, которые допустили выпуск водителя данного автомобиля на линии в состоянии опьянения. Но тем не менее, все-таки родители и подростки должны помнить о том, что передвижение по проезжей части на любом транспортном средстве, будь это велосипед, будь это самокат, будь это какое-то другое транспортное средство, это прежде всего огромная ответственность, прежде всего за свою жизнь. Потому что недопустимо пересекать проезжую часть на велосипеде, не спешившись даже по пешеходному переходу. И мы, к сожалению,
вынуждены констатировать, что даже взрослые позволяют себе такое поведение. Я думаю, что сейчас вот в свете этой трагедии, наверное, все участники дорожного движения обращают внимание на такие факты. И мы видим, что сотрудники ГИБДД сейчас занимаются профилактической работой очень активно в данном направлении. Но все-таки, конечно, пока до сознания людей не дойдет тот факт, что они отвечают все-таки за свою безопасность сами, я думаю, вряд ли мы что-то сможем объяснить даже в рамках возбужденных и расследуемых уголовных дел. То есть каждый человек должен заботиться о своей безопасности самостоятельно, и родители детей прежде всего должны объяснять своим детям, как нужно вести себя на проезжей части в данном случае. Давайте еще перейдем и расскажем правила безопасности поведения себя на водоемах, на пляжах. Ведь у нас в городе есть несанкционированные места купания, и дети зачастую могут там отдыхать. В городе Якутске у нас один санкционированный пляж, то есть на 202-м микрорайоне. Остальные пляжи у нас являются несанкционированными, то есть в них купаться очень опасно. Ну и оставлять детей без присмотра на берегу водоемов тоже опасно. Купаться в состоянии алкогольного опьянения тоже может повлечь беду. Необходимо постоянно разговаривать со своими детьми по поводу правил безопасности на воде, а также правил пожарной безопасности в быту. А вот мера ответственности, безопасности детей, это полностью лежит на родителях или все-таки как-то это комплексная задача? Скорее всего, это комплексная задача, потому что в этом должны участвовать и педагоги, воспитатели, также родители, взрослые дети могут повлиять на своих братьев, сестер, то есть рассказать, какие могут быть правила, какие должны соблюдать правила, чтобы не допустить беды. К примеру, если речь вести о купании в водоемах, вы знаете, на мой взгляд, не имеет значения, санкционированный это пляж или нет в большей степени. Потому что если маленькие дети, которые находятся даже на санкционированном пляже, они пришли туда самостоятельно без своих родителей, и все, конечно, зависит от возраста. Но если дети находятся без присмотра своих родителей, конечно же, это уже огромная опасность. И наличие спасателей, и наличие каких-то других людей, которые находятся на пляже, это, конечно, все хорошо, но это, вы знаете, здесь буквально секунды, потому что дети тонут очень тихо. Это не взрослые, которые начинают бить тревогу. И мы уже на этом убедились в ряде случаев, когда наши коллеги занимались расследованием уголовных дел по фактам утопления детей. Мы действительно можем даже не заметить, что ребенок идет под воду. Можно подумать, что он играет. И поэтому в данной ситуации мне бы все-таки хотелось обратиться к родителям. Если вы пришли на пляж, вы, конечно, обязаны не спускать глаз со своих детей, а лучше находиться с ними в водоеме, буквально не отходя на метр от своего малыша. Полностью с вами согласна. Зинаида Алексеевна, Надежда Викторовна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Уверена, что данная информация будет актуальна для всех наших телезрителей. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Но я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.